Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Одной из главных тем в последнее время стала ратификация соглашения по госдаче Пицунда, которая вызвала противоречащие друг другу мнения. Высказывается даже мнение, цитата, о курсе на сворачивание суверенитета страны. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шамбо в интервью нашей передачи подробно остановился на некоторых аспектах данной темы. В частности, говоря об абхазо-российских отношениях, он отметил, что Россия выступает как гарант безопасности Абхазии, но также, по его словам, отношения между нашими странами могли бы быть хорошей почвой для экономического развития. Острое противостояние внутри абхазского общества Шамбо воспринимает как один из факторов, которые препятствуют развитию страны. По мнению секретаря Совета Безопасности, в своей истории наше государство ради обеспечения своей же безопасности уже давно передало некоторые важнейшие элементы государственности, например, охраной государственной границы занимаются российские пограничники, а в ходу у нас российский рубль. Все это сделано в целях безопасности и защиты, и ничего принципиально нового сейчас не произошло, считает Шамбо. Понимая страх тех, кто опасается того, что страна откроется, и мы опять станем меньшинством на своей земле, все же считаю, что нужно подходить ко всем вопросам более взвешенно, отметил он. Наши взаимоотношения с Россией – это как раз то, что дает нам уверенность в том, что мы гарантированы от внешних угроз. Это дает нам возможность для экономического развития, потому что при том лояльном отношении, которое у нас сегодня есть с российским руководством, у нас есть все возможности для того, чтобы успешно развивать экономические взаимоотношения с Россией. Наша продукция пользуется спросом в Российской Федерации, если мы сможем поставлять высококачественные продукты, то для нас огромный российский рынок дает огромные возможности. Кроме того, мы, особенно в последние годы, видим интерес в инвестировании в Абхазию российского капитала. Это тоже дает возможности для развития. Это одна сторона дела. Другое то, что у нас есть договор о сотрудничестве военном, который дает нам надежные гарантии. Мы помним, что до нашего признания в 2008 году большие потери у нас были на границах с Грузией, где мы вынуждены были своими силами путем ротации охранять наши границы и действия террористических диверсионных грузинских отрядов тогда наносили большой ущерб и не только нашим гражданам, но и миротворческим силам, которые потеряли на границе с Грузией более 100 человек в свое время. И только после признания России, установления взаимоотношений с ней и союзнических наших договоренностей удалось прекратить всю эту деятельность формирования вооруженных грузинских. Более того, мы помним, что корабли, которые шли с грузами в Абхазию, задерживались в акватории нашего. И это происходило часто, достаточно. Все это прекратилось после 2008 года, после того, как у нас существует договор с Грузией. Это, конечно, большое для нас такие возможности дает для спокойного и динамичного развития. Но проблема в том, что мы сами здесь внутри не даем нормально развиваться нашей стране. Такое противостояние, которое у нас сегодня в обществе есть, оно, конечно, не дает делать такие значительные шаги в направлении развития. Вы знаете, Советский Союз, он разрушился из-за внутренних своих противоречий. Мы это все хорошо помним, видели.
И вот как бы у нас здесь не произошло такое, потому что, как я вижу некоторые комментарии, которые вот в соцсетях, анонимные, даже не анонимно, которые пишут, ну, которые не видят ничего хорошего в том, что у нас происходит, один сплошной негатив, ну, и это же влияет на общественное мнение, такой пессимизм, и такое как бы демонстрация того, что мы вообще не способны государственность свою строить. Мы 30 лет противостояли всему миру. Мы когда создавали это государство, мы против всего мира тогда пошли, который не согласен был с нашей независимостью. Но мы это сделали тогда, а сейчас внутри сами же разрушаем то, что мы создали, ради чего сражались. Поэтому нужен консенсус в обществе. И я думаю, что у нас общие цели у политических сил, но отрицать все, что дает возможность для развития, это, я не думаю, что это правильный курс для политических партий. Нам нужно выработать какие-то общие позиции по главным направлениям нашего развития. Так, конечно, должна быть критика власти, это все нормально, но она должна быть конструктивна, не так, как мы сейчас видим, что отрицается все. Все, что может дать развитие страны, все подвергается сомнениям и все отрицается. Ну, так будет сложно развиваться, поэтому мы очень медленно движемся вперед. Мы ради того, чтобы обеспечить свою безопасность, в свое время и внешнюю безопасность, и экономическую безопасность, мы в свое время отдали ключевые элементы суверенного государства нашему стратегическому союзнику. Это хорошо известно. Мы пользуемся российской валютой, деньгами российскими. Это важный элемент суверенитета отдан, собственно говоря. И наши границы охраняют по всему периметру практически, по горам, по морю. С Грузией охраняют российские пограничники. Это тоже важный, ключевой такой элемент независимого государства. Но мы пожертвовали этим ради нашей безопасности и для нашего развития. Тогда никто ведь не критиковал это. А сегодня в чем видят потерю нашего суверенитета? Вот я смотрю, вот акцентирую внимание на передачу в Пицунде в аренду земли Российской Федерации. Ну, даже я видел карту, один изобразил деятель, в которой вообще не существует этой части нашей территории. Ну, слушайте, почему до сих пор такую карту не рисовали? Ведь эта территория еще в 1995 году передана Российской Федерации в аренду бессрочно. А по новому договору, который мы сейчас сделали, мы установили сроки 49 лет. Через 49 лет наши потомки будут решать, продлевать это или не продлевать. Более того, мы в новом договоре заложили возможность выхода из этого договора в случае невыполнения российской стороной своих обязательств. Ну, и это тоже не нравится людям. Я не знаю, после того, как приняли вот этот обновленный договор, который лучше для нашего государства, мы видим, что такое обрушилось и на парламентариев, которые приняли этот документ. Кстати говоря, именно в парламенте обнаружили те неточности, которые были допущены при составлении этого договора в плане вот нарушения координат. Именно в парламенте это заметил, и тогда началась процедура исправления этого договора, и все пожелания, которые в обществе были, и среди оппозиции, и среди депутатов, они были учтены. И даже еще больше там мы записали в этом договоре, даже записали о том, что в случае расторжения договора те строения, которые там будут на этой территории, переходят в собственность Абхазии, даже это записали. Но все равно это людям не нравится. Это уже на определенные мысли наводит, почему такое происходит, почему все отрицается, почему все плохо в нашей стране для некоторых.
Ну вот об этом надо задуматься. Нас не смогли завоевать внешние силы, а особенно после того, как у нас такой союзнический договор с Российской Федерацией, эти планы совершенно неосуществимы в плане завоевания нашей страны, нас разваливает изнутри, и некоторые, я хочу очень верить, что несознательно это делают, они этому способствуют, конечно. Вы помните, когда Советский Союз, шахтеры выходили, бастовали, что лучше стало жить шахтерам после того, как Советский Союз распался, или другим всем людям, которые тогда верили в то, что будет лучше. Вот для нас это еще большая опасность. Мы видим, вот такая великая страна, как Соединенные Штаты Америки, при той конфронтации, которая политически у них происходит, у них они сами заговорили о проблемах, которые могут ожидать их страну. А что говорить о нас, которые еще не твердо не можем встать на ноги из-за того, что сами же не даем встать на ноги. Ну, я вот простые примеры приведу. Вот, у нас была договоренность с Российской Федерацией в плане военного сотрудничества. Из-за того, что не дали нам тогда некоторые осуществить действия, которые сегодня привели бы к значительному усилению наших вооруженных сил, вот мы не смогли это осуществить. У нас были предложения российской компании по реконструкции перепадных электростанций, где каждый год они давали нам 250 миллионов налогов плюс 15% генерирующей энергии. Такую волну подняли в обществе. Сказали, что нет, пускай это лучше сделает Ингургес, то есть Грузия пускай сделает. Это на нашей территории находятся перепадные станции. В итоге и тем не дали, и мы потеряли 750 миллионов на сегодняшний день. И так и стоят разрушенные, они уже были бы сделаны. И много таких фактов. Ну, везде должно быть такое разумное решение, потому что у нас страхи есть, конечно, открыться и опять стать меньшинством в своей стране, мы этого, конечно, тоже не хотим допустить. Но в пределах разумного все это взвесить и законы принять соответствующие, которые гарантируют. Я за это. И вот то, что касается тех же апартаментов, почему я говорю, что нужно принять закон, потому что то, что сегодня происходит, это может совершенно к другим последствиям привести, поэтому нужно там ограничить вещи, которые бы гарантировали нашу безопасность, наш суверенитет, и чтобы мы снова не оказались в меньшинстве, конечно, в своей стране. Все это, я понимаю, в обществе есть страхи. Но если бы мы всего боялись, мы бы сегодня и независимого государства тоже не имели бы, если бы мы такие осторожненькими были. Современная система международных отношений так или иначе предлагает созависимость государств, считает помощник президента по международным делам Максим Гвинже, и в интервью нашей передачи привел несколько примеров, когда вроде бы абсолютно независимые европейские страны, как Финляндия, например, полностью находятся под давлением якобы союзников. Здравствуйте, Максим Харитонович. Вы много лет работали в МИДе, его возглавляли, дипломаты. Вот хотелось бы узнать вашу точку зрения о том, на каком уровне развития сейчас находятся абхазо-российские отношения. Не секрет, что наши отношения развиваются очень успешно, активно. Есть периодические трудности, вызванные не нашими двусторонними отношениями, а внешней обстановкой. Сейчас, вы знаете, идет борьба коллективного Запада против России и ее союзников. Мы с Россией союзники. Естественно, этот турбулентный период мы переживаем вместе. Все нападки и экономические санкции, которые ударяют по России, ударяют и по нам, так же, как и повышение уровня жизни в России, отражается и на нас. Вот. Мы очень взаимосвязаны с Россией. И как бы определять уровень наших отношений сегодня, на этом этапе или на прошлом, как-то трудно. Есть объективные причины, вот, когда такие отношения имеют определенный какой-то характер. Если говорить о самом вот этом периоде, да, всей вот нашей современной истории, вы знаете, что эти отношения были абсолютно разными во все годы.
если говорить о периоде сразу после войны, о блокаде и, так сказать, о ельцинской России, да, и то, какие были отношения тогда. И даже тогда, несмотря на такую открытую прогрузинскую позицию со стороны России, да, и несмотря на блокаду, несмотря на многочисленные проблемы в наших отношениях, руководство Абхазии выступало за то, чтобы наши отношения с Россией строились как между двумя добрыми соседями и союзниками. И наш первый президент заложил фундамент этих отношений, несмотря на многие тогда проблемы, я не буду сейчас это все вспоминать. Затем, вы помните, к власти в России пришел Владимир Владимирович Путин, и как наши отношения изменились и приобрели абсолютно новый характер. Затем последовало признание. И весь этот период, вот так, если смотреть, то эти отношения развиваются, они идут только вперед, только вверх. Россия для нас гарант безопасности, и это еще озвучивалось при первом президенте. И позиция Абхазии была такой, что Россия для нас выступает гарантом нашей безопасности, несмотря на то, что тогда ответных сигналов, особенно вот, как бы от руководства России, не было. Были люди, отдельные личности, которые до сих пор, вы всех их знаете, все имена, не буду сейчас всех вспоминать, чтобы никого не пропустить, но их очень много. Люди, благодаря чьим усилиям вот эти отношения приобрели со временем тот характер, который они носят сегодня. Стратегическое партнерство и союзничество. Сегодня, вот на сегодняшний день, в связи с последними событиями некоторыми, очень часто в обществе есть, скажем так, волнение. Да? Многие говорят о том, что мы делимся своим суверенитетом, мы отходим от независимости, многие этого опасаются. Вот как вам кажется, есть ли вот почва действительно для таких опасений? Я считаю, что почвы для этих опасений нет, потому что, вы знаете, жизнь независимого государства – это как прогулка по оживленной улице. Вы не можете идти абсолютно один и игнорировать людей, которые идут вам навстречу. Вы в любом случае взаимодействуете с окружающими. Вы в любом случае как-то становитесь частью этого всего процесса. Мне очень интересно вот сейчас представить действительно независимые государства. Вот новости сегодняшние меня натолкнули на мысль, что одним из самых, допустим, в рейтинге независимых государств сегодня является Йемен и хуситы, которые единственные в арабском мире, которые пытаются оказать поддержку палестинцам. И сегодня они подверглись атакам со стороны США и Великобритании. Есть еще несколько государств, которые являются абсолютно независимыми. С другой стороны, давайте как бы посмотрим на это в некотором сравнении. Вот насколько независима Финляндия по отношению и в сравнении с Абхазией. Да? Финляндия развитое экономическое государство, признанное член ООН, довольно-таки успешное было все это время. Вот. И сейчас Финляндию втянули в НАТО. США открыто Финляндия диктует, как себя вести по отношению к восточному соседу, к России. Финляндия закрывает границы, отрезает себя от всех поставок, вообще от всех экономических контактов с Россией. Страдает экономически. И страдает экономически. Но давайте посмотрим, в этом случае Финляндия независимое государство, она делится своим суверенитетом с США. Вообще здесь еще очень важно сказать о том, как строятся отношения, допустим, у США с ее сателлитами или союзниками, и как строятся отношения у России с ее союзниками. И в чем не говорю да. сателлитами, потому что это вообще абсолютно две разные вещи, то, как действует США и как действует Россия. И уровень доверия и уровень вообще дискуссии, ведения переговоров, допустим, между Абхазией и Россией, он намного более открытый, продуктивный и равноправный, и взаимовыгодный, чем между американцами и, скажем, Финляндией, вот сейчас, которую я привел в пример.
Там вопрос стоит очень просто. Либо да, в интересах Соединенных Штатов или там Запада. В случае с Абхазией Россия всегда проявляла сдержанность. Наши переговоры всегда, ну, по крайней мере, в тех, в которых я участвовал, я не был в других, где было по-другому, поэтому не могу вам сказать. Но в тех, в которых я участвовал, их было много. Эти переговоры, этот диалог всегда был в виде диалога двух равноправных сторон, которые стремятся найти компромисс и прийти к взаимовыгодному решению. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.